Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима – современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Имеет 2 взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. В международном аэропорту Уфа имени Мустая Карима 2 терминала. Номер 1 обслуживает пассажиров внутренних рейсов, номер 2 – международных. Закончили и новый терминал, 3. Его вскоре задействуют на полную силу. Глава Башкортостана Ради Хабиров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, он в Уфе был в командировке, встретились со строителями терминала. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Александр Васильевич, расскажите. Принято благодарить строителей. Человек, который учредитель группы компаний, возведший терминал. Молодцы. Спасибо большое. Вот это что за зал? Это зал прибытия, да? Это зал вылета, и мы вылетать будем. Прямо Здесь будут стойки стоять, да, получается, или как? Выходы на посадку. Это уже чистая зона, когда нас досмотрели. Вот там вот самолеты будут в галерее. И прямо напрямую пошли, Ради Фаритович. Ожидание. Так точно, это чистая зона. Здесь будет у нас транзитный зал, бизнес-зал и ресторан. И там будет новый уже вип-зал для того, чтобы... Ресторан вот здесь вот будет. В углу будет ресторан. То есть тут какая-то там, значит, магазинчики, кафешки тоже. Так точно. Если позволите употребить советское слово «накопитель», это вот именно так называется. Все понял. Вот. Ну, теперь здесь таким светом, высокие потолки, конечно, по-другому, праздничная такая обстановка. И это будет соединяться тоже. Вот если мы посмотрим туда, здесь будет выход от тех телетрапов, вот и будет единая сообщающаяся зона между колоннами. Пассажиры будут свободно проходить, централизованный пункт захода будет там, и отсюда будет вылетать самолет. И разделяю, позвольте, слова и руководителя республики, руководителя отрасли. Спасибо за то, что мы не превысили постановление главы республики, закончили терминал в 2020 году. Спасибо председателю Совета директоров Раифу Рамазановичу, который нас поддерживает. Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Геннадьевич, вас за идеологическое руководство. А сколько низкий поклон тоже. Мы контракт заключили в июле 2018 года, и вот в конце 2020 года закончили. Вот Алексей Георгиевич говорил, вот эти 2 момента, где-то в общей месяцев 8 у нас чистого времени, которые вылетели. Ну, вот еще раз хочу сказать спасибо Раифу Рамазановичу, когда вот период пандемии начался, то есть благодаря ему мы ни одного дня не стояли. В результате получилось, что еще получилось. А вот реально построить, вы видели презентацию дальнейшую, реально сделать до 2024 года? Объединение. Да. Ну и козырек вот этот. Да, реально, потому что Александр Владимирович, в общем-то, этим вопросом, его команда занимается не 1 неделю, это, наверное, больше года уже, по-моему, 3 проекта, только что я знаю. Они смотрели. Вот это учитывая нашу снеговую нагрузку, там предусмотрено? Все должно пройти экспертизы, и все должно соответствовать требованиям по эксплуатационной безопасности. Да, понял. А вот мы когда повесим-то Мустая Карима? Это вот тогда или все-таки... У нас внутри только есть идентификация, название Мустая Карима. Здесь будет стилизовано и в новом зале, там бизнес-обслуживание. А в итоге, когда козырек будет, мы Мустая Карима здесь еще больше идентифицируем. Да? Оно же даже на внешнее, наверное, название аэропорта. На козырьке там... на козырьке, да. Есть, там будет довольно-таки... Художники придумывают. Мы здесь панно даже предлагали сделать. Да. Ну и здесь, конечно, нам помогли, что говорить, консультанты наши стратегические, аэропорт консалтинг Вена, они предложили, конечно, полноценный, не строить этапы, сэкономить таким образом, 3 миллиарда – это приличные деньги для кого угодно. И объединить, то есть наш существующий терминал имеет весь потенциал для того, чтобы объединиться с новым и создать какой-то единый аэровокзальный комплекс. Дальше глава Башкортостана Ради Хабиров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько идут на совещание по развитию маршрутной сети и увеличению объемов перевозок из международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима. Участники – руководство Республики Башкортостан, представители Федерального агентства воздушного транспорта, руководители российских авиакомпаний «ЮТЭР», «Северный ветер», «Азимут», «Ир-Аэро». Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые коллеги, я еще раз рад приветствовать на сегодняшнем очень важном для нас совещании.
И, конечно, позвольте поблагодарить наших федеральных коллег за поддержку в вопросах развития нашего аэропорта имени Мустая Карима. Сегодня мы вот только осмотрели оборудованный по самым высоким стандартам новый пассажирский терминал. Он увеличит пропускную способность на внутренних авиалиниях вдвое, до 1200 пассажиров в час. И, соответственно, обеспечит возможность увеличения количества авиарейсов. Новый терминал еще больше усилит наше конкурентное преимущество на внутреннем рынке и укрепит ведущие позиции в стране нашего аэропорта по комфорту и качеству обслуживания пассажиров. Для нас важно укрепить аэродромный комплекс к празднованию 450-летия Уфы, которое произойдет в 2024 году. Все необходимые документы мы уже, соответственно, направили в Министерство транспорта Российской Федерации. Для нас также очень важно расширять географию полетов из аэропорта Уфа, перечень авиакомпаний-партнеров международных и региональных направлений. В особенности в те российские регионы, с которыми наша республика активно развивает сотрудничество. Нас интересует, например, развитие авиаперевозок на юг страны, и мы поддерживаем планы авиакомпании «ЮТЕР» по организации полетов в Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Геленджик и другие аэропорты. В целом задач много, и они очень непростые, но у нас есть видение по их решению. Поэтому предлагаю приступить к работе. С большим удовольствием готов выслушать предложения наших коллег. Александр Васильевич, скажете? Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, еще раз хотел всех поздравить с таким очень важным событием в жизни авиационной общественности. Это ввод в эксплуатацию нового терминального комплекса в аэропорту Уфа. Огромное спасибо руководству республики за то, что вы поддерживаете развитие авиации. Без авиации в нашей огромной стране, конечно, не жить. А с такими мощными усилиями, которые удалось объединить, это и федеральная поддержка, это республиканская поддержка, это и целеустремленные и одержимые люди, которые работают в аэропорту. Получился совершенно уникальный аэропорт с огромным потенциалом. Мы знаем ваши предложения по расширению перрона, будем поддерживать, хотя будет достаточно сложно. Я думаю, если мы объединим усилия, то сможем найти возможности для строительства новых современных мест стоянки воздушных судов, чтобы еще улучшить качество инфраструктуры. Действительно, мы много делаем в последнее время в соответствии с поручением президента Российской Федерации по расширению региональных полетов, минуя Москву. В этом, конечно, способствует и решение правительства по субсидированию межрегиональных перевозок. Но спасибо за то, что вы поддерживаете, субсидируете со своей стороны эти региональные перевозки. И граждане нашей страны, они чувствуют это. Они стали больше летать. Я понимаю, что было приятно услышать в ангарах, что объемы работы не уменьшились. Люди сохранили рабочие места, а люди самое дорогое у нас, кадровый потенциал – это самое дорогое. И представляется, что инфраструктура и кадры – это тот потенциал огромный, с которого можно хорошо стартовать в будущее аэропорта Уфа. Спасибо. Спасибо большое, Александр Васильевич. Тогда, коллеги, переходим к совещанию непосредственно. Основные показатели деятельности АО «Международный аэропорт Уфа». Андреев Александр Вадимович, пожалуйста. Уважаемый Раид Фаридович, уважаемый Александр Васильевич, уважаемые участники совещания, приглашенные. Как ни странно, мы более чем оперативно пытались реагировать на изменения, которые происходят в стране, в отрасли. И вот что из этого получилось. Мы очень благодарны Росавиации за ту сумму поддержки, как Александр Васильевич сказал, 156 миллионов рублей. Таким образом, условия для развития предприятия как со стороны и Российской Федерации, Росавиации, так и со стороны нашего собственника, республики, созданы более чем нормальные.
Безусловным приоритетом в деятельности любого аэропорта, так же как и авиакомпании, так же как и любого отраслевого предприятия, является обеспечение роста качественных показателей. Здесь рад сообщить, что у нас продолжает оставаться показатель 0 в части повреждений воздушных судов при наземном обслуживании, в части регулярности, общая регулярность полетов, но с учетом поздних прибытий воздушных судов авиакомпаний, она у нас составляет 90%, и в зоне ответственности аэропорта 99,4, как вот видимость. Такую вот регулярность нам удается обеспечивать. Таким образом, и объемные показатели, и показатели доходности, и показатели качества, вот, согласно заявленным планам, были исполнены. Мы продолжили формирование нашего стратегического плана развития аэропорта до 2030 года. Во взаимодействии с стратегическим консультантом Airport Consulting Вена мы разработали генеральный план развития и актуализировали его в 2020 году. Планируем на поддержку республики, планируем продолжать исполнение указа президента и планировать рост дальнейшего нашей доли региональных рейсов, минуя Москву, в 2021 году увеличить данное число до 10 направлений. Вот такие вот у нас планы. Еще раз, завершая свое выступление, завершая информирование коллег о том, что мы планируем делать, решите выразить благодарность руководству республики, руководству нашей отрасли, которые обеспечивают поддержку нашу не то что на должном, а на достойном уровне. И опасений для того, чтобы вот внутри нашего коллектива присутствовали, а наши, так сказать, вот, отсутствие перспектив, пессимизма у нас нету. Мы готовы к любым сложностям, мы надеемся, что их достойно преодолеем. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим Владимирович. Спасибо. Хорошая такая насыщенная работа аэропорта. Спасибо. У нас, кстати, присутствует 4 авиакомпании. Вот, давайте с ними пообщаемся. Значит, сотрудничество ПАО авиакомпании «Ютерс», АО «Международный аэропорт Уфа». Генеральный директор Мартиросов Андрей Зарменович. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, надо сказать, что сотрудничество между авиакомпанией «ЮТР» и Республикой Башкортостан реализуется по нескольким направлениям. Это не только полеты. Сегодня нам предоставилась возможность показать руководству республики, руководству Федерального агентства воздушного транспорта 2 технических центра, которые здесь были созданы в кооперации с республикой, с аэропортом. Здесь работает и функционирует наш летный отряд, служба бортпроводников. И на 2021 год мы здесь разместили 653 рабочих места. Мы крупнейший авиационный перевозчик из Уфы и планируем продолжать здесь развитие своей маршрутной сети. Как уже было сказано, такое построение маршрутной сети дало возможность генерировать значительный трансферный поток. То мы, в принципе, понимаем, что ресурсов, Александр Васильевич, не хватает. Да, это всегда так и бывает. Но вот просим учесть наш положительный опыт, когда мы именно выдаем такой продукт долгосрочный, долговременный из субсидируемой зоны, потом переходим в коммерческую эксплуатацию, перевозка не замирает, а наоборот продолжает выполняться. Спасибо за время. Спасибо большое. У нас также развивается, на мой взгляд, неплохо имеет перспективы развития с авиакомпанией «Азимут». Поэтому, пожалуйста, Павел Владимирович Удод, представитель совета директоров авиакомпании «Азимут». Уважаемый Ради Фаритович, Александр Васильевич, уважаемые коллеги, друзья, аэропорт Уфа является бессменным лидером по объемам перевозок в Приволжском федеральном округе. Кроме этого, аэропорт Уфа является одним из самых удобных аэропортов Российской Федерации. При этом он удобен не только для пассажиров, но и для нас, для авиаперевозчиков. Продуманная логистика на всех этапах полетов, хорошее техническое оснащение, качественное оперативное обслуживание пассажиров воздушных судов, продуманная, сбалансированная ценовая политика – это все отличительные особенности аэропорта Уфа. В наступившем 2021 году мы планируем не только значительно расширить маршрутную сеть, но и увеличить авиаперевозки вдвое. Мы с оптимизмом смотрим на наше дальнейшее сотрудничество.
со своей стороны могу сказать, что авиакомпания «Азимут» и дальше будет продолжать развитие авиаперевозок из аэропорта Уфа. Спасибо большое. У нас следующий вопрос по взаимодействию компании «Северный ветер» и Международного аэропорта Уфа. Пожалуйста. Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Ради Фаритович, коллеги. Если в 2019 году межрегиональные полеты занимали всего лишь 12% в общем капацитете авиакомпании «Северный ветер», то на лето 2021 года мы рассчитываем, что они займут практически половину той кресельной емкости, которую мы выставляем на рынок. И количество кресел в целом увеличится с 615 тысяч до более чем 2 миллиона. На сегодняшний момент мы оперируем по 5 региональным хабам. Мы работаем интенсивно в Сочи, в Симферополе, в Калининграде, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. И если мы говорим про развитие наше в Уфе, то я бы хотел сказать, что на протяжении 2019-2020 года объем перевозок из вашего аэропорта у нас носил достаточно константный характер, не превышал 70 тысяч пассажиров. На лето 2021 года мы запланировали достаточно существенный рост. Мы планируем увеличить кресельную емкость в 3 раза, даже более чем в 3 раза. И планируемое количество пассажиров у нас в этой ситуации, как мы рассчитываем, превысит 200 тысяч пассажиров. Количество маршрутов, которые мы запланировали из Уфы, составит 7. С учетом специфики типа наших воздушных судов, полеты мы будем выполнять в Калининград, в Москву, в Симферополь, в Анапу, в Сочи, в Ереван и Стамбул. То, что касается наших планов по развитию Уфы, в 2022 году мы рассчитываем взлететь, помимо тех направлений, о которых я только что говорил, в Красноярск, нам интересен Иркутск, нам интересен рынок СНГ, такие пункты, как Алматы, Минск, Душанбе, Баку. Мы планируем продолжить выполнение программы полетов в Сочи и в Симферополь. Естественно, в программе наших полетов будет присутствовать Турция. Рассматриваем на сегодняшний момент достаточно плотно Прагу. Ну и Калининград, я думаю, что с 2 частот, которые мы заявили, которые мы будем выполнять этим летом, мы выйдем на оперирование 3-4 частотами. Наш опыт полетов по Калининграду, по Казани показывает, что это направление весьма и весьма перспективное. Спасибо за внимание. Но мы в итоге видим, что это будет положительно сказываться на выборе для наших граждан, которые будут иметь большую возможность. Мы со своей стороны будем дополнительно поддерживать, и в итоге, в общем-то, и перевозчики, надеюсь, останутся довольны. Правильно обозначили, конкуренцию увеличится, но в итоге конкуренция – это же двигатель повышения качества услуг, сервиса. Уже обеспечено круглогодичное сообщение с Сочи на весенне-летний период не меньше 12 рейсов в неделю. В Симферополь запланировано. И следующим этапом хочется надеяться, что будет и круглогодичное сообщение с иными, так сказать, аэропортами курортными. Вот у нас устойчиво есть то, что компания «Азимут» производит сообщения с минеральными водами, Краснодаром. Вот следующий на очереди Сочи сейчас, а потом Симферополь. Да, Симферополь это будет же не только сезонные перелеты, потому что Башкортостан начинает строить самый лучший в России детский курорт в Евпатории, который будет круглогодично использоваться, и, соответственно, это необходимость будет перелетов. Так, Рафик, я тогда сразу предоставлю Крупнову Сергею Сергеевичу слово, заместителю генерального директора по общим вопросам авиакомпании «Ир Аэро» о сотрудничестве. Сергей Сергеевич, прошу. Уважаемые коллеги, Ради Фаритович, Александр Васильевич, доброго дня. Очень приятно сегодня воочию наблюдать, как столь нелегкое для нашей гражданской авиации время, она все-таки развивается. Если говорить в общем о сотрудничестве с аэропортом Уфы, в прошлом году мы выполняли полеты всего лишь по 2 маршрутам, в этом уже существенно больше. Причем несколько маршрутов субсидируется. Это у нас Махачкала,
Нижневартовск, по-моему, и Новый Уренгой, если я не ошибаюсь. Мы планируем, что в текущем году мы перевезем порядка 80-85 тысяч пассажиров в аэропорт Уфы, ну, туда-обратно. Если ранее были определенные сложности с необходимостью заранее, существенно заранее планировать свою маршрутную сеть, потому что слотов утренних в топовое пиковое время не хватало на всех, то надеюсь, что сейчас с открытием данного терминала эта проблема как-то сама собой исчезнет и растворится. Я благодарю вас. Большое спасибо за сегодняшний день, за возможность увидеть, пощупать, попробовать и поверить в то, что 2021 год, он будет лучше, чем 2020 и даже лучше, чем 2019 для нас всех. Гражданской авиации. Спасибо. Спасибо большое. Александр Васильевич, мы же нет-нет, так к молодости нашей обращаемся. У нас, вот когда это лет 30, получается, назад, у нас была своя авиакомпания. Помните, БАЛ называлась, Башкирская авиалиния. Разные страницы в истории были по понятным таким, наверное, объективным причинам ее сейчас нет. Но вот мы с ЮТРом очень активно работаем. Они определенный сегмент уже перевозок существенно забрали, но что нам нравится, и за это вам спасибо тоже, Андрей Зерменович, хочу сказать, здесь вот пометили, это вот все уже наши люди. Это опять же и зарплаты, и налоги, ну и вообще в целом ощущение, что мы так одинаково мыслим по многим вопросам. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемый Радий Фаритович, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить главу республики, вас, Радий Фаритович, за то, что вы пригласили в Уфу и организовали такое представительное совещание. Вот смотрите, руководители очень известных и региональных наших авиакомпаний, они все откликнулись и приехали в Уфу на совещание. А это лучшее подтверждение тому, что наши авиакомпании рассматривают аэропорт Уфу, значит, как такую точку сосредоточения, притяжения своих перевозочных усилий. Уникальная особенность аэропорта заключается еще в том, что это не только аэродромная инфраструктура, взлетно-посадочные полосы, там, рулежные дорожки, перроны, но еще и то, что удалось построить центр технического обслуживания. Даже 2 центра технического обслуживания для иностранных и отечественных самолетов от авиакомпании ЮТР. Ну так, общеизвестно, что успех развития аэропорта зависит от наличия базовой авиакомпании. Вот вы абсолютно правильно напомнили про башкирские авиалинии, но вот у ЮТР уже, я так понимаю, вы башкирская авиакомпания, не тюменская или тюмено-башкирская. На самом деле вот то количество рабочих мест, которое дает возможность вот такой базировки в аэропорту, это дорогого значит, особенно в современных условиях. И вот это как раз уникальная возможность. У вас есть возможности для развития. Можно строить новые ангары для развития центров технического обслуживания. Есть куда развиваться в случае увеличения пассажиропотока и терминальным мощностям. Да и сама территория аэропорта, она, я не знаю, сейчас модно говорить, тут можно строить свободную экономическую зону. Она достаточно обширная. Александр Васильевич, ловим на слове. Мы сейчас готовим как раз большой пакет для переговоров с руководителем правительства. И у нас там есть эти идеи, поэтому... Спасибо. Буквально 2 слова завершающих. Александр Васильевич, конечно, мы хотели от имени всей нашей башкортостанской команды, от наших жителей поблагодарить вас за сегодняшний визит. Ждем вас всегда в гости. И уверяю вас, что каждый раз будем находить что-то, что смело и уверенно вам можем показать. Спасибо большое. Коллеги, на этом совещание завершено. Спасибо. Добрый день. Позвольте узнать ваш комментарий, ваши эмоции, пока вот закончилось совещание. Вы сказали, что в Башкортостане есть хорошие условия для развития пассажирских перевозок, для развития этой отрасли. А вот ваше личное мнение, как вообще после визита к нам, к
какое? Я хочу сказать искренне, я еще раз благодарю Радия Фаритовича за то, что он пригласил поучаствовать в таком прекрасном мероприятии, которое, это открытие нового пассажирского терминала для внутренних линий. Это очень важно, потому что когда-то делали акценты на развитие международного воздушного сообщения, но вот жизнь заставила развивать и внутренние воздушные линии. И наши граждане, вот жители республики, гости республики, они, конечно, почувствуют изменения, когда будут сюда прилетать и отсюда улетать. Это самое главное. Впечатления самые прекрасные. Мы очень рассчитываем на поддержку от Федерации, конечно. Что в ближайшее время нам можно ждать? В ближайшее время можно ждать развития маршрутной сети. Будем рассматривать также вопросы развития субсидирования региональных перевозок. Ну и вот стратегическая задача наша, мы говорили, это дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта, строительство новых перронов, мест стоянок воздушных судов к празднованию 450-летия Уфы. Спасибо, всегда ждем вас у нас. Спасибо. Спасибо.